вы в кризисных ситуациях. Вы еще учитесь, вы даже еще, ну, то есть не так много всего прошли, что да, в любом возрасте учится человек. Но вы учились в этом поступать в кризисных ситуациях в прошлом, в принципе, это же было прошлое. Сейчас вы просто не выбираете тот путь, который вас заведет в кризис. Вы развиваетесь, вы отдаляетесь от тех ситуаций, когда можете попасть в кризис. Раньше вы не могли взять ситуацию под контроль, не могли спланировать, но это вас многому и научило для того, чтобы пойти вот сейчас и в будущем достичь больших целей. То есть вас эти вот неприятности, эти кризисы учат, то есть вы как умный и разумный человек учитесь тому, чтобы их не повторять, чтобы не идти путем кризисов. То есть одного раза достаточно для вас пережить кризис, потому что это и внутри вызывает борьбу эмоций и негативные какие-то проявления. Поэтому для вас это неприемлемо. Вам одного раза достаточно. К вам идут шансы вот тому, что вы научились, вы теперь используете вот эти вот ситуации в свою пользу. То есть вы поворачиваете даже вот какие-то истории, которые могли бы там для неопытных оказаться, ну, какими-то проигрышными, в свои выигрыши. Даже если вам не фартит, вы удачу сами в своих руках держите. Вы никого не обучаете и достаточно умны. Вы сейчас в балансе, вы нашли тот баланс, который вам помогает по жизни. И выходите, и держите то, что имеете, не даете это потерять. Даже если это вот близкий круг общения, вы лучше свое оставите при себе. Потому что был обман, была какая-то кража, была какая-то нечестность в отношении вас в прошлом, при том, что это был близкий круг общения, может быть, семья, может, любимые люди, и вот человек любимый, люди любимые могли обмануть. Теперь вам с такими людьми не по пути, даже если они самые распрекрасные, самые разродные. Но если люди обманывают, это, например, вот какая-то женщина, она замужняя, у нее может быть семья, дети, она может быть земного знака зодиака, вот она вас обманула, и вам с ней больше не по пути, вам одного раза достаточно, чтобы понять, что вам доставляет удовольствие, а что его отнимает.